Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi аджмаин. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Вижри. Аллах рясал, что сегодня пришли, что вы готовы сидеть дальше, несмотря на очень интересную и очень короткую лекцию Адама. На самом деле нелегко будет выступать после такого опытного спикера, поэтому планка уже высока, но постараюсь ее не опустить, иншаллах. Сегодня мы поговорим про софт-скиллы. Вы у них уже частично слышали от Адама, и наши лекции так немного пересекаются. Кто-то мог уже эту лекцию слышать в Арамхи, но в целом повторение мать учения Ахчадын. Иншаллах будет не лишним, тем более я постараюсь дополнить ее чем-то новым. Коротко обо мне. Яхья Картоев, работаю в IT 7 лет примерно, из них 5 лет на бэкэнде. Что такое бэкэнд, сегодня особо рассказывать не буду, но, грубо говоря, это одно из направлений в программировании. Работал в разных компаниях, как крупных, так и как с малых начинал. Сейчас одной из самых крупнейших компаний России работаю, в Авито. Наверняка слышали, доска объявлений. И что там еще? Да, занимаюсь бэкэнд-разработкой. Теперь по поводу нашей темы. Так, о чем сегодня поговорим? Какие бывают скиллы в принципе, софт-скиллы и хард-скиллы, спойлер, вы про них опять же слышали. Почему они важны, именно софт-скиллы? Несколько грустных историй о разработчиков, что бывает, когда у тебя крутые хард-скиллы, но низкие софт-скиллы. Как их развивать? И история про то, как я заработал 60 тысяч. Ну и бонусом там будет еще процент, то, насколько ценится в Авито именно софт-скиллы на примере их инструкций. Так. Немного о себе, в принципе, уже рассказал. Да. Софт-скиллы и хард-скиллы. Не буду спрашивать особо, что такое софт-скиллы, потому что вы уже рассказывали. Кратко пройдусь еще раз. Это не относится именно к теме программирования. Это может быть, даже я вижу, у нас архитектор сидит. Даже на примере архитектуры. Хард-скиллы — это именно ваши практические, теоретические знания в вашей области. То есть если это программирование, это знание компьютера, знание языка программирования и так далее. Именно вот прикладные навыки. А к софт-скиллам уже относится все к этому не относящееся. То, что у вас ваши личностные навыки, то, как вы общаетесь с людьми, то, как вы относитесь к своим задачам, в принципе, к своей жизни, это все можно отнести к софт-скиллам. Так, вообще можно по-разному подходить к этой теме. Там можно, наверняка есть какие-то теории, там, определения, что-то такое. Но я здесь по своему опыту выделил 3, на мой взгляд, самые важные вещи в софт-скиллах. Это ответственность, проактивность и общение с людьми, то есть коммуникабельность. Теперь дальше подробнее пойдем по этим пунктам. В принципе, наверное, можно еще и пообщаться с вами, то есть поспрашивать, как вы понимаете ответственность. То есть какие примеры ответственности вы можете привести, по-моему, хотел руку поднять, да? Ответственность — это как ты подходишь к своей работе, как ты ее выполняешь на легке, так скажем, да, ее выполнять нельзя. Нужно подходить с серьезностью, начать и закончить до конца. Все правильно, все правильно. Вот особенно насчет начать и закончить до конца. То есть задачу можно взять, любую задачу на работе, поделать ее, увидеть, что, допустим, вас никто не контролирует, увидеть, что про эту задачу забыли, и просто ее оставить. Но рано или поздно про нее вспомнят, вас спросят о нем, и у вас уже не будет что ответить. Вы скажете, что она не сделана, и к вам уже будет соответствующее отношение. То есть ответственность — это вот, как у меня первым пунктом выделено, довожу задачу до конца. Еще очень важный момент. В любой задаче должны быть сроки. И эти сроки часто нарушаются. То есть вы начали стройку, вы понимаете, что вы не успеваете закончить там. Вы начали задачу, вы понимаете, что не успеваете через 2 недели закончить. Это нормально. Ненормально предупреждать об этом в последний день, либо не предупреждать вообще. Нормально — это когда вы поняли, там, допустим, на первой неделе, что у вас через 2-ю неделю не получается ее закончить, вы пошли к заказчику или к вашему менеджеру и говорите: я опаздывал, у меня такая-то причина, можем ли мы переложить сроки, либо можем ли мы какую-то часть задачи убрать. И в любом случае ваш менеджер, ваш заказчик будет уже готов к этой ситуации, к тому, что вы нарушите сроки. И к вам будет другое отношение. Или, в принципе, вы можете признаться, что вы не можете выполнить эту задачу, потому что вы ее недооценили. Это как бы нормально.
ненормально не справляться с задачей, ненормально скрывать до последнего ваше незнание и в итоге нарушить всякие сроки. Там еще соблюдают сроки и не обманывают. То есть если IT-сфера позволяет работать, как мы говорили, удаленно, и бывают возможности как бы в нашей насыщенной социальной жизни ингушской, что нам часто приходится отлучаться от работы. Если есть два подхода, можно отлучаться и там в машине отвечать и создавать иллюзию того, что вы работаете, а можно предупредить и сказать, что у меня такая-то ситуация, мне нужно отъехать. Или если вы ищете новую работу, не скрывать, не говорить, что вы там заболели и искать работу, а говорить напрямую. Можно не говорить, можно там, если вы во внерабочее время проходите собеседование, можно спокойно проходить во внерабочее, но если это затрагивает вашу работу, вы должны предупреждать об этом. Вы не должны обманывать, выкручиваться. И также, допустим, при поиске работы нередко у нас, как я слышу, пишут несуществующий опыт, потому что начинающим тяжело найти работу. Да, тяжело, но мы, как мусульмане, должны обходиться без обмана. В любом случае, то, что нам предписано, к нам придет. Придет это либо через обман, который что ваш предписанный опыт, либо без обмана в любом случае. Поэтому мы должны понимать, что наш путь – это путь правильный по исламу. А точка будет, конечная точка будет одна. Просто мы можем выбрать, как по нему пойти, через греховное или через разрешенное. Поэтому здесь пункт не обманываю, да. Проактивность. Этот термин может быть кому-то не знаком, но он значит очень простые вещи. Это инициативность, активно участвую в обсуждениях, предлагаю идеи, инициативно тяну одеяло на себя. Такие работники всегда намного больше ценятся. То есть даже, как рассказывал Адам, то есть мы можем тихо делать свою работу, и как бы к нам претензий не будет. Или как вот он говорил, что 9 инцидентов закрывать за день, и дальше у тебя есть возможность отдыхать даже на работе. Тебе работодатель говорит, 9 закрыл, красавчик, можешь отдыхать. Но нет, ты идешь и делаешь дальше, ты делаешь больше. Потому что те, кто будет 9 закрывать и отдыхать, их могут не продвинуть. Да, они будут работу свою делать, их не уволят, но дальше они двигаться не будут. А ты должен быть инициативен, ты должен прыгать выше головы, проявлять от себя. Тебе никто не придет и не скажет, вот тебе новая идея, иди реализуй. Ты лучше сам проанализируешь, придумаешь новую идею, с ней придешь, скажешь, предложишь решение, и тебя намного больше будут ценить. Один из примеров, как раз последние полгода я работал над задачей крупной по перестройке процесса модерации профилей в Авито. То есть если в Авито ты заполняешь какие-то данные о себе, они обязательно проходят модерацию. Какая-то часть автоматическую, там программа ее проверяет, что там нет каких-то мат и еще что-то, а какая-то часть идет ручная модерация. И у нас был это очень тяжелый процесс с точки зрения кода. Я видел, что это тяжело, видел, что из-за него появляется много ошибок, из-за того, что он тяжело написан. И пришел с идеей и сказал, давайте отрефакторим, давайте переделаем, чтобы было легко, чтобы, во-первых, было меньше ошибок, во-вторых, новым программистам, которые приходят, было легче с этим работать, легче погружаться, легче дорабатывать. И эту идею поддержали. В итоге я полгода занимался задачей, которую, получается, я сам и придумал. И в итоге, по итогу полгода меня сейчас повышают, альхамдулилlah. Поэтому от вас должна быть инициатива. Не ждите, что к вам придут и все разжуют и на блюдечке принесут. Так. Тут еще общение с людьми, которые я забыл, но которое очень важно. Тут доброжелательность, готовность помогать людям и умение излагать мысли я обозначил. По поводу первого. Если кто-то идет в IT-сферу или в программирование, потому что там якобы меньше надо общаться с людьми, или потому что он думает, что он засядет в свой компьютер и будет только с компьютером общаться, может смело туда не идти, потому что программирование и любая, наверное, другая сфера – это в первую очередь общение с людьми. Это ваши связи в том плане, что с вами человек пообщался, ему, если было с вами приятно общаться, если вы были доброжелательны, если у вас открытое лицо, не хмурое, вы все время сидите хмурым, и даже элементарно хмурым лицом вы можете отпугнуть человека. Вы, может быть, отличным человеком, но если вы ходите с хмурым лицом, вас могут просто обходить стороной. Может быть, вы задумались и над какой-то сложной вещью думаете. Человек это не поймет, он не залезет в вашу голову, он просто вас обойдет стороной. Поэтому открытость лица – это в том числе в нашей религии, доброжелательность, улыбка брату – это сунна, альхамдулилlah. Это все мы знаем. Поэтому это надо за собой замечать и практиковать. То есть открыто быть проще, мягко говоря. Готовность помогать людям – это вещь, которая приносит очень много прибыли уже даже в этой жизни.
Потому что если ты человеку помог, даже там, где ты как бы не должен был. То есть пришел коллега, у тебя есть задача, ты ему не должен помогать. Но ты ему помог. В следующий раз он тебе поможет, в следующий раз он тебе скорее пойдет с тобой на контакт и даже, может быть, где-то тебе подскажет, где-то тебя продвинет. То есть очень важный момент. Что-то я хотел рассказать, но я забыл про это. Ну ладно, иншаллах, вспомню и расскажу. И умение излагать свои мысли. Вы можете быть гением в голове, у вас может быть самые гениальные идеи, но если вы не можете их четко передать человеку, то есть то, что вы сказали, и то, что человек услышал, это совершенно разные вещи. И нужно уметь минимизировать этот момент, чтобы максимально, насколько это возможно, то, что у вас в голове, переносить в голову другому. Это есть умение излагать мысли. Какие бы у вас крутые идеи ни были, если вы их языком не можете пересказать, в том числе, если мы говорим о работе там, по России, то это русский язык, в том числе должен быть грамотный. Если у вас нет грамотного русского языка, я тут не призываю там, оставить ингушский, в любом случае ингушский, альхамдулилlah, в первую очередь, даже в первую очередь арабский я даже сказал. Но суть русский тоже нужен, если мы взаимодействуем за пределами нашей республики, и он должен быть грамотный, потому что люди должны вас правильно понимать, и им не должно быть сложно с вами общаться. Так, теперь по поводу грустных историй про хороших разработчиков или что бывает, если софт-скиллы не развиты. Это Аслан. Он опытный. Ну, на самом деле, эти истории на основе частично реальных людей, которых я знаю, у которых были проблемы с софт-скиллами, и это вызывало проблемы на работе. То есть Аслан опытный программист, это такие прототипы, знает несколько языков программирования, 7 лет в одной компании, довольно много. Но при том он молчит на обсуждениях, он привык тихо делать свои задачи, что его никто не трогает, не любит что-то новое, и как итог он получает низкую зарплату. У меня был и есть знакомый, который прям, на основе которого я делал этот прототип. Он, машалла, хороший парень, хороший специалист, но он тупо не двигается. У него зарплата как не росла, так и не растет, потому что компании неинтересно поднимать зарплату, если от тебя нет что-то нового, если ты не активен, как я говорил, если ты не инициативен. К какой категории вы бы отнесли? Давайте руки поднимем. Вот это вот. До этого были 3 пункта важных в софт-скиллах. Вот к какому пункту соответствует этот прототип? Нет? Так, руки поднимаю. Проактивно, да, правильно, Машалла, молодец. Я тебя запомнил. Уже ответили. Да. Да, правильно, интерес в своей работе в том числе. И в это я выделил большой термин проактивность, то есть чтобы от тебя исходило в первую очередь, чтобы ты не молчал, чтобы ты предлагал идеи. Дальше есть Иса, начинающий специалист, он не такой опытный, он с детства любит компьютеры, быстро осваивает новые технологии и вообще вроде как перспективный. И уже работает. Но при том он затягивает выполнение задач, не соблюдает сроки, может где-то играть на работе, может где-то отлучиться и сказать, что он якобы работает, если он на работе, если он с дома работает. Это в любом случае рано или поздно будет обнаруживаться, и его могут в том числе уволить. Поэтому это тоже опасный момент, если он не будет работать над... Ну тут уже понятно, всего 2 варианта осталось, тут ответственность. Если он не будет работать над ответственностью, то у него будут проблемы. И вот я знаю, у меня пример был тоже у брата одногруппник. Он был с 18 лет в программировании, он был отличный специалист технический, но у него постоянно увольняли. Какую бы он работу ни пошел, его увольняли. И как бы тут уже звоночек, тебе надо над чем-то поработать, потому что и явно не над хардскиллами. Тебе не нужно новый язык программирования учить. Тебе нужно именно углубиться в свои личностные навыки, свою ответственность. Чтобы, ну, грубо говоря, вырасти и перестать дурака валять. И это Илес последним, он отличник со школы. Отличник – это хорошо. За плечами выигранные олимпиады, опыт работы в крупных компаниях. Вот, кстати, тоже был пример. В Авито к нам собеседовался человек из Яндекса, кстати говоря. Но он прошел все технические этапы. Остался один последний – встреча с командой. И перед этим даже последней встречей с командой есть просто созвон с HR, с работником по подбору персонала, в котором ты, грубо говоря, назначаешь дату следующего этапа. И этот человек, пройдя все технические этапы, решив задачки и постаравшись,
он просто не прошел созвон с HR, на который надо было просто поставить срок, потому что он ей там, видимо, что-то нагрубил, и ему поставили, что он высокомерный, и типа нам в компании такие не нужны. Поэтому это пример того, когда, опять же, отсутствие софт-скиллов приводит к краху. Дальше, как развивать софт-скиллы. Это, на самом деле, очень тяжелая тема, и тяжело сказать, как развивать их конкретному человеку, потому что это очень обширные темы софт-скиллы, и бывают разные симптомы. То есть один человек может быть неответственный, один может быть там, у кого-то может быть дефект речи, у кого-то может быть навык излагания мыслей плохой и так далее. Здесь я привел книжки, которые мне, как мне кажется, меня правильно направили. То есть помогли как-то подкорректировать свое отношение к задачам, свое отношение к людям и так далее. Но в любом случае, в первую очередь, это наша религия. Наша религия нас учит всему, чего нам достаточно вообще в этой жизни. Это наша инструкция по жизни. Поэтому в первую очередь, как Адам говорил, строим фундамент. А если где-то вот какие-то практические навыки нужны, здесь уже более разжевано. Вот, то есть даже в книге «Мозг. Инструкция по применению» очень интересно построена сама книга. Там приводятся стрессовые ситуации разных специалистов. Вот, допустим, проект-менеджера. У него есть проект, который, по-моему, там у него горели сроки как раз. И сначала рассматривается ситуация, как он встречается с заказчиком и неправильно себя ведет. То есть где-то, может быть, его обманывают или что-то. Я не помню, я давненько читал. А дальше рассматривается ситуация, как он мог поступить в том же случае, но правильно. Как правильно себя повести и как это в итоге привело бы к хорошим результатам. И таких ситуаций там много, поэтому можно посмотреть, иншаллах. А если говорить в целом про развитие софт-скиллов, это постоянный самоанализ. Постоянно ты думаешь, как я себя, точнее, оцениваешь по итогу ситуации, как ты себя вел, что ты говорил, как ты говорил. И работаешь над этим, выявляешь какие-то проблемные моменты и работаешь над этим. Допустим, ты прокрастинируешь, ты откладываешь задачи на последний момент. Ты понимаешь, что у тебя эта проблема, смотришь, как ее решали другие в Гугле, ну, в смысле, гуглишь и смотришь, как люди это решают, там, статьи читаешь, видео смотришь, и уже начинаешь над этим работать. Постоянно самоанализ, выявление твоих слабых моментов, конкретно твоих, и работа над этим. Если ты чувствуешь, что ты на встречах, там, ну, даже элементарно взять ваше обучение. Если вы чувствуете, что вы все время сидите там на задних партах и никак себя не проявляете, осознаете этот момент, старайтесь там сесть на переднюю парту, как-то что-то записать, какой-то вопрос задать преподавателю, и уже самому себя подогревать интерес и развивать свои. И в любом случае еще один важный момент – это постоянно ставить себя в неприятные ситуации. Неприятный в том смысле непривычный. Вот вы сегодня сюда пришли, вам легче было намного остаться дома. Мне было намного легче остаться дома. Но мы себя ставим в неприятные ситуации, в некомфортные, неприятно, неправильное слово, в некомфортные ситуации, когда ты что-то делаешь, к чему-то не привык. Но это тебе позволяет за разом уже к этому привыкать, и ты уже можешь в следующий раз, когда придет время тебе к чему-то большему, ты уже будешь к этому готов, потому что ты начинал с меньшего. А если ты ничего не делал, тебе жизнь, тебе Всевышний предоставит шанс, вот тебе крупный, но ты уже к нему не готов, потому что ты себя не готовил по каждый день, по каким-то мелочам, по крупицам не собирал. Вот. Дальше бонус. Как я заработал 60 тысяч за несколько сообщений, в том числе через софт-скиллы. В одном из мест работы мы работали на аутсорсе, то есть мы делали проект для сторонних компаний. К нам компания приходила и говорила, сделайте нам приложение. И мы его делали. И у нас был один клиент, для которого мы делали проект примерно там 1,5 года. За это время команда очень устала от этого заказчика, он был требовательным, придирался по всяким моментам. Команда очень устала разработчиков над ним работать. И спустя 1,5 года мы сделали уже определенный функционал и отдали заказчику, сказали, все, дальше на поддержку ты забираешь этот проект, мы больше с вами не работаем. Но тем не менее проект надо было дорабатывать, и у заказчика периодически возникали вопросы по нему. А вопрос задавать было некому, кроме как нас, потому что мы основные разработчики, мы знаем, как это все внутри работает. И первое время заказчик не понимал, и у него возникали вопросы. Но когда он приходил с вопросами к нашему директору приходилось к нам приходить, к разработчикам, и говорить, не мог бы ты там помочь и ответить на его вопрос. И вся команда отказывалась, потому что они устали, потому что им неинтересно это было. С одной стороны, директор мог сказать, типа, все, там, это твоя работа, иди делай, я тебе приказываю.
Но это был нормальный директор, ему как бы не хотелось заставлять человека делать то, что он не хочет. И они все отказывались, и мне было несложно. Я понимал, что я знаю этот проект, я в нем разбираюсь, и понимал, что они без нас не справятся, что им нужна наша экспертиза. И более того, мне больше всего неприятно было, что директор вынужден ходить и каждого просить, типа, вот там, сделай это. Я говорю, без проблем, я сделаю. Даже, это было в рабочее время, мне обычно мою зарплату платили, я был не против. Спустя буквально несколько случаев директор ко мне приходит и говорит, типа, вот они хотят, помимо твоей основной зарплаты, еще тебе платить за это, за то, что ты будешь им отвечать на вопросы. Я такой думаю, наверное, они предложат там 15-20 максимум, потому что ниже как-то несерьезно, а выше не за что, потому что у них вопросы раз-два в месяц появляются. И когда он мне сказал, что 40 тысяч, я такой чуть не засмеялся, сделал серьезное лицо, окей, я согласен. В итоге я работал на них 1,5 месяца параллельно с основной работой. За это время возникло несколько вопросов буквально. Я на них ответил, и мне заплатили 60 тысяч. К чему эта история, если кто-то до кого-то не дошло? Если бы я не проявлял инициативу, если бы я так же, как и остальные, забил бы и сказал бы, мне неинтересно, моя работа, я просто ее делаю. Это уже проект не наш. То и этого заработка, естественно, не было бы. Поэтому сделал шаг вперед, прыгнул чуть-чуть выше головы, заработал дополнительный заработок. На другом месте работы было, что я дизайнеру чуть-чуть помог, и в следующий раз, помог по работе, просто ей ответил, где-то не грубо, где-то нормально объяснил, и она уже, когда она параллельно работала во фрилансе, и к ней понадобился разработчик, она уже пришла ко мне и сказала, типа, вот я сделаю дизайн, мне нужен разработчик, моему заказчику, который сделает на основе дизайна функционал сайта. Я согласился и в итоге заработал там примерно 300 тысяч сверху, помимо основной работы, за несколько месяцев. Опять же, просто потому, что нормально помог коллеге, не нагрубил, повел себя адекватно. И вот таких ситуаций бывает много. То есть ты себя адекватно ведешь, ты ответственен, и к тебе люди уже тянутся. Потому что таких, к сожалению, немного. То есть это редкость, когда люди уже повзрослевшие, не возрастом, а характером. И на них можно положиться, и руководитель уверен, что он тебе дал задачу, что она будет решена, что ты ее не забросишь на полпути и не придется тебя контролировать каждый раз. Так, и вот эта фраза, на самом деле, которую мне говорили минимум 2 технических директора на 2 разных работах. Чтобы вы понимали, технический директор – это это главный по технической части в компании. То есть это человек, который чего-то уже добился. И они все оба говорили, делай упор на софт-скиллы. Софт-скиллы тяжелее развивать, во-первых, и они важнее. Ты можешь выучить язык программирования легко, потому что все прозрачно. Тебе дали программку, тебе дали курсы, ты все выучил. А как разобраться в себе, как взглянуть в себя внутрь и воспитать свой характер, намного сложнее. Поэтому на это надо упор делать. Так, у меня тут был, во-первых, ладно, к этому придем. Тут есть еще по поводу Авито, то, что я раньше не показывал, сейчас решил добавить. Так. Это документ о том, какие требования к работникам Авито есть. Это открытый документ, то есть я ничего не палю. Вот у нас есть 8 уровней инженеров в компании, и тут перечислены требования к инженерам на каждом уровне. То есть что требуется? От E1 самый низкий, E8 самый высокий. Что от тебя требуется на E1, что от тебя требуется на E2, и ты, находясь на E1, понимаешь, к чему стремиться, чтобы попасть на E2. Чтобы повыситься уровень, чтобы и зарплата повысилась, и, в принципе, шагнуть по карьерной лестнице. И просматривая дальше документ, ты видишь, что они разбиты на какие-то разделы, и тут раз hard skill, экспертность, то есть решает задачки, выполняет полностью декомпозированные задачи туда-сюда. Инженерная культура, изучает с наставником практики, вручную проверяет работы. 2 hard skill, остальное soft skill. Ответственность за результат, о котором мы говорили. Agile mindset – это про вовлечение. Коммуникация, про которую мы говорили. Развитие себя и обучение других. То есть из 6 разделов в Авито 4 про софт-скиллы. То есть, понимаете, да, больше процент требований к любому инженеру, при том, что это программисты. Это не требования к менеджеру, это требования к программисту. И 4 пункта из них про софт-скиллы. Это про важность этого дополнительно. И уже завершая, чтобы вас уже не затягивать.
Так, где был весь слайд-шоу? Это два телеграм-канала, которые я веду. Easy Backend — это именно про бэкэнд разработку. Dev Simulator — это там небольшой курс, сейчас набора нет по бэкэнду. Тоже можете подписаться. В принципе, и там полезная информация, иншаллах. Это в Телеграме может быть полезно. Альхамдулилlah Раббил Алямин. Вассаляту вассаляму аля Расулилля. На этом завершаем. Еще прежде чем вы начнете задавать вопросы про зарплату мою, сразу же скажу, не так интересна моя конкретная зарплата, потому что вам она мало чего может сказать. Интересно, сколько зарабатывают в принципе, во-первых, программисты или айтишники, а во-вторых, айтишники-ингуши, потому что это к нам ближе всего. Одно дело, что там Илон Маск сколько зарабатывает, или там в Америке кто сколько зарабатывает. Другое дело, сколько зарабатывает ингуши, находясь в Ингушетии, ингуши, находясь в России, ингуши, находясь за рубежом в том числе. И на этот счет у нас есть в сообществе интернет, если кто-то не знает про это сообщество сообщество ингушских айтишников. Очень хорошее сообщество, советую вам вступить. Там очень много полезных обсуждений. В том числе есть сайт internet.ru, там есть наши статьи, и в том числе есть статья про зарплаты ингушских айтишников. Мы сделали опрос внутри сообщества. В опросе участвовало около 100 человек, ингушей-айтишников. И каждый говорил, это анонимный вопрос, просто для статистики. И каждый указывал свою зарплату и отвечал на вопрос, работает он в Ингушетии или в России, или находясь там за рубежом. И вот получились такие зарплаты, максимально 350 тысяч у тех, кто находится в Ингушетии. То есть это не какой-то чиновник, это человек, который без связей, просто своими мозгами пошел, выучил сферу и устроился работать. 350 тысяч максимальная, медианная 40. Но и то тут важно понимать, что эта статистика занижена. Почему? У нас большинство начинающих. То есть если у тебя 10 начинающих и двое по 300, у тебя будет сильно ниже зарплат. Статистика средняя, медианная. Поэтому здесь ниже, но даже при этом 40 тысяч для Ингушетии, для среднего заработка, это очень, мне кажется, неплохо. За пределами Ингушетии в России 140 тысяч медианная, максимально 270. Айтишники нередко работают не 8 часов в день. И плюс к остальным работам у вас есть намного гибче работа. Вы можете начинать не в 9 до 6 работать, начинать с 10, начинать с 12, как вам удобно. Главное дорабатывать, если у вас есть договор. Вы можете отлучаться где-то, потом возвращаться, дорабатывать выходные, если вы пропустили. То есть вы уже более свободны, более зависимы от себя и более гибкие в плане графика. Короче говоря, вам интереснее вот это в плане зарплаты, потому что это лучше отображает то, на что вы можете рассчитывать в этой сфере.